Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 11 августа, вторник, и с вами я, Мария Павлова. И мы, как всегда, работаем для вас в прямом эфире. Для вас работает наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Отправляйте свои поздравления, приветы, вопросы нашим гостям и свои утренние новости. А мы по традиции начинаем с прогноза погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в центральных улусах сегодня в 6 часов утра была температура плюс 12-14, днем прогреется до плюс 21. В Заречье утром плюс 12-15, днем до плюс 21. В южных улусах утром плюс 12-13, днем плюс 20 градусов тепла. В Вилюйских улусах в 6 часов утра плюс 10-15, днем плюс 16-24. В Нижнеленских улусах плюс 12-13 утром и плюс 17 днем. В западных улусах плюс 16 утром до плюс 26 градусов тепла днем. В Колымо-Индигирских улусах плюс 6, плюс 14 в 6 часов утра, днем до плюс 17. В Янских улусах плюс 6 градусов в 6 утра до плюс 10 днем. В северо-западных утром плюс 6, плюс 8, днем до плюс 13. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха плюс 12 градусов, атмосферное давление 744 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днем ожидается плюс 18-20 градусов тепла. Сегодня, 11 августа, по народным приметам считается, что этот день отлично подойдет, чтобы помириться с теми, с кем вы давно в ссоре. Также нужно постараться этот день провести в гармонии с собой и настроиться на позитивный лад и посвятить время личному развитию. А также считается, что если утро выдалось теплым, тогда и начало осени порадует хорошей погодой. А чем же запомнился этот день в истории прямо сейчас? 683 года назад, 11 августа, преподобный Сергий Радонежский основал монастырь, впоследствии ставший Троице-Сергиевой Лаврой, крупнейший культурный центр Руси. После Октябрьской революции 1917 года Лавра была закрыта, однако после Великой Отечественной началось возрождение обители. Ныне Троице-Сергиева Лавра – это крупнейший центр духовного просвещения и культуры. 11 августа 1959 года в Москве открыт международный аэропорт Шереметьево. Советский лайнер Ту-104, вылетевший из Ленинграда, приземлился на Шереметьевском аэродроме. Сегодня международный аэропорт Шереметьево имени Александра Пушкина – крупнейший российский аэропорт. Почти 150 авиакомпаний выполняют полеты из аэропорта в более чем 100 стран мира. Это крупнейший по площади аэровокзальный комплекс страны. 5 пассажирских терминалов общей площадью свыше 480 тысяч квадратных метров и пропускной способностью более 40 миллионов пассажиров в год. 11 августа 1973 года по центральному телевидению СССР начался показ фильма «17 мгновений весны». Одному из самых популярных советских фильмов исполнилось 47 лет. Не только на главные, но даже на эпизодические роли в этом фильме были приглашены крупнейшие актеры. В главной роли Исаева Штирлица выступил Вячеслав Тихонов. Также в ленте можно увидеть Леонида Броневого, Евгения Евстигнеева, Юрия Визбора, Олега Табакова, Светлану Светличную и многих других. Телгебер, гараж, банник туттар бар. Кантан карчы болабын. Алмаз кредит сервис. Үп карчы боп рохыгар. Сөпте оруй. 5 миллионга тие потребительской соемнар. Түрген табыгастак Алмаз кредит сервистен. Бага саналаргытын олоққо киллерин. Еще раз доброе утро, дорогие телезрители. Кто же такие предпенсионеры? Как получить этот статус и что он дает? Мы сегодня поговорим с нашим первым гостем. Это Яков Анатольевич Топорков,
начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда России по Республике Саха-Якутия. Доброе утро, Яков Анатольевич. Здравствуйте, доброе утро. Расскажите, вот кто же такие предпенсионеры? Какая категория граждан к ним относится? Кто такие пенсионеры, мы все понимаем, а предпенсионеры? Да, вас понял. Ну, предпенсионеры и пенсионеры – это граждане, которые очень тесно связаны между собой. Да? То есть все зависит от пенсионного возраста. И промежуток 5 лет до пенсионного возраста уже является как бы определением предпенсионера. То есть за 5 лет до пенсионного возраста, наступления пенсионного возраста, граждане относятся к категории предпенсионера. Ну, как бы простыми словами это можно так сказать. Угу. А вот каким образом этот статус можно получить? Куда подходить в пенсионный фонд за справкой или через госуслуги подать какую-то заявку? Что нужно сделать человеку? Да, статус можно подтвердить, вы все правильно перечислили. Статус, ну, во-первых, используя современные, скажем так, средства, да, личный кабинет. То есть можно, если у вас есть интернет, можно через личный кабинет на сайте пенсионного фонда заказать такую информацию. Это справка, да? Можно обратиться по старинке, лично прийти в пенсионный фонд. Можно получить через МФЦ, можно получить через работодателя, да? Ну, можно я скажу немножко про льготы, да, и почему люди получают такую информацию о статусе предпенсионера, да? Ну, как вы знаете, вот самые такие большие льготы – это льготы через органы занятости населения, то есть идет дополнительные социальные гарантии, поддержки, связанные с выплатой пособий по безработице, да. Также есть мероприятия по оказанию содействия занятости, и в том числе вот такая большая работа проводится органами занятости по организации профессионального обучения. То есть вот граждане пользуются такой возможностью и, подтверждая статус пенсионера, уже получают возможность переобучиться. То есть это вот тоже как бы то есть могут кардинально поменять свою сферу деятельности, даже в таком возрасте. Да, то есть вот с этим может быть связано также у всех граждан, ну, у всех, как бы скажем так, людей, то есть есть имущество какое-то, да, земля, то есть вот это вот уже существуют налоговые льготы по земельному налогу, по имущественному налогу, вот это вот тоже очень такая распространенная, получается, сфера применения статуса предпенсионера. Также вот есть, если человек работает, работник, да, то работодателю как бы возмещается по линии социального страхования расходы, связанные на оплату санаторно-курортного лечения работников. То есть не человеку, а работодателю. То есть вот мы заметили, что работодатели очень активно к нам обращаются за подтверждением статуса в отношении своих работников. Ну и лично самому человеку тоже 2 дня диспансеризации предусмотрено, если человек относится к категории предпенсионер. Вот это вот основные, как бы, можно сказать, льготы, меры социальной поддержки, за которыми граждане обращаются к нам для подтверждения статуса предпенсионера. Яков Анатольевич, тут у меня телезрительница спрашивает, ребенок инвалид с детства, могу ли получить статус предпенсионера, мне 45 лет? Да, ну, не указано, к сожалению, сколько детей. Яков Анатольевич? Так, у нас небольшие технические препоны. Так, мы сейчас, наши режиссеры подключатся еще раз к Якову Анатольевичу, и мы обязательно получим ответ на вопрос нашей телезрительницы. А мы пока продолжаем наш эфир. Высокая кухня теперь и у нас в Якутске. Лучшее тому доказательство – оценка экспертов и гостей. Ради творений шефа Евгения Альфана в наш город приезжала целая делегация кулинарных экспертов с мировыми именами. В ресторан «Аврора» сходила и наша съемочная группа.
Шеф-повар – человек, который задает тон и настроение всему заведению. Именно поэтому создатели ресторана «Аврора» пригласили на работу одного из лучших в своем деле – шефа Евгения Альфана. В Якутске появилась уникальная история. Это нужно ценить, понимать и пользоваться этим, пока такой ресторан существует, тем самым поддерживая его. Да? Хочу, чтобы такая история, вся философия духовной кулинарии от термина «дух», да, осталась тоже в этом регионе. Мы ресторан русской кухни, мы томим в русских печах. Сейчас непосредственно будет происходить кормление, то есть топка будет происходить в 10 часов вечера. С любовью в сердце, мысля креативно и исключительно из самых качественных якутских продуктов. Только ради этого стоит впустить в свою жизнь яркие краски и вкусы высокой кухни. Мы наш ресторан именно создавали таким образом, чтобы мы максимально готовили из локальных продуктов. Чтобы были именно наши местные продукты. И наш шеф, он тоже такой, знаете, очень такой зажигающий, такой прямо, вот, я не знаю, как эта фраза такая есть, когда люди вот живут этим. Он сам ходит в лес, собирает шишки, сам собирает лук, грибы. Старание, упорный труд и любовь принесли свои плоды. Все сотрудники вносят свой вклад, чтобы каждый гость, приходя в «Аврору», получил удовольствие не только гастрономическое, но и эстетическое. Вау! Боже мой, как это потрясающе, как это красиво, как это вкусно. У меня нет, я не могу сформулировать, потому что у меня просто одно сплошное «ух ты». Мне, как кулинару, прежде всего важны продукты. И продукты здесь действительно уникальные. У вас настолько короткий световой день, что продукты, которые здесь растут, они действительно впитывают максимально, возможно, все то, что можно взять от солнышка в это время года. Работа большой и слаженной команды успела не только полюбиться якутским гурманам, но и получить высокую оценку кулинарных экспертов с мировыми именами. То, что, например, делает шеф-повар Евгений Альфан, да, в ресторане «Аврора», действительно мне очень понравилось именно вот этим ярким, новаторским таким подходом, когда, в общем-то, ты понимаешь, что этому блюду там уже 100 лет, да, или 200, или 300, но оно смотрится как сегодняшнее. Высокая кухня в Якутске, она жива, она востребована. Пусть будет еще много таких авторских ресторанов. Главное, чтобы ваши продукты сохранялись. Я впервые в жизни ела сливки, которые на вкус ничем не отличаются от мороженого. Настолько они качественные, вкусные, что невозможно оторваться. Высокая кухня должна быть в нашей с вами жизни. Ресторан русской кухни «Аврора» тонко, красиво и очень-очень вкусно. Я хотела бы пригласить всех прямо от искреннего своего сердца, всех гостей в наш с такой любовью, с такой душой созданный ресторан. Приходите, мы будем рады вас увидеть здесь и с теплом вас встретим. Какой вкусный сюжет, да? Если вы прямо сейчас завтракаете, то мы от всей своей команды желаем вам приятного аппетита. А мы продолжаем наш эфир, и к нам вновь подключается Яков Топорков, начальник отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в Республике. Еще раз доброе утро, Яков Анатольевич. Давайте вернемся к вопросу нашей телезрительницы. Как могу получить статус Могу ли получить статус предпенсионера, если ребенок инвалид с детства? Женщине 45 лет. Да, здравствуйте, доброе утро. Статус можно получить. Ну, нужно уточнить, для чего его нужно получить, да, для каких целей. И как его можно получить. Как правило, то есть, если это какие-то меры поддержки через органы занятости, то они самостоятельно уже напрямую, не прибегая к помощи самого человека, то есть напрямую у пенсионного фонда запрашивают необходимую для них информацию. Также работодатель тоже может запросить информацию на своего работника у нас. То есть человека тревожить здесь, в принципе, необходимости нет, да? Вот. Если им это нужно, то они у нас запрашивают. Все как бы налажено, взаимодействие межведомственное, все это работает. Но бывают ситуации, когда информации, которую имеет пенсионный фонд, ее недостаточно для отнесения категории в автоматизированном режиме. Да? То есть такие случаи у нас зафиксированы, они есть. То есть не все, как бы скажем, не все периоды ухода, не все сведения детей, не все
основания назначения пенсии учтены в нашей системе. То есть мы располагаем, ну, неполной информацией, скажем так, о рождении детей, то есть мы ее не знаем. И поэтому, когда человеку говорят, что, ну, вроде бы возраст уже подошел, вроде бы и 5 лет уже как бы идет, да, до пенсионного возраста, человек вроде бы относится, но система наша выдает справку, что вы не относитесь к этой категории. Вот что нужно для этого сделать? Для этого все-таки придется обратиться уже в пенсионный фонд, к нам, Лично? Да, лично обратиться и предоставить необходимые сведения. То есть свидетельство о рождении детей, допустим, нужно будет принести. Если надо будет, то необходимо будет посчитать льготный стаж, если по досрочным основаниям. Да? То есть вот все-таки, когда система вам статус не подтверждает, но вы понимаете, что вы к этой категории должны относиться, то уже необходимо обратиться к нам. И мы, получается, в ручном режиме посчитаем и выдадим уже конкретный результат. Относитесь вы к этой категории или не относитесь. Яков Анатольевич, давайте напомним, какие документы нужны и кто вот относится именно к этой категории. Вот перечислим. Ну, как бы документы, все идет привязка. Основной критерий — это пенсионный возраст, да? Отнимается 5 лет, вот в этот промежуток вы уже как бы должны относиться к этой категории. Ну, допустим, если многодетная мать и так далее, да? Ну, мать, дитя, да? То есть нужно наличие детей. Чем наличие детей подтверждается? Это свидетельством о рождении детей. Вот. Ну, пенсионный возраст я уже не буду как бы повторять, как бы это первостепенное. Да? Ну и самое важное, да, допустим, если у вас есть личный кабинет, если он есть, вы заходите в него и заказываете выписку о состоянии вашего индивидуального лицевого счета. То есть вы ее заказали, вам приходит информация, какой у вас стаж, и вот в этой выписке самое важное посмотреть один момент, это основание назначения пенсии. Да? Если у вас основание назначения пенсии какое-то другое, ну, допустим, да, по общим основаниям может быть такая ситуация, да, и вот если вы в конкретном примере мать ребенка инвалид, то такого основания вот в этой выписке, скорее всего, не будет, если основания связаны с работой, допустим, да. То есть просто мать ребенка-инвалида не может получить этот статус, да? Вот она может, имеется в виду, может, но вот проще проверить выписку в пенсионном фонде, да? Там есть параметр основания назначения пенсии. Посмотреть. И, ну, скорее всего, как правило, вот такого параметра в нашей системе нет. Почему? Потому что мы, когда собираем информацию о страховой, ну, о страховом стаже, зарплате и так далее, мы собираем ее у работодателя. Да? Работодатель ставит текущие условия, то есть работа в районе Крайнего Севера. И, соответственно, основания у нас накапливаются за эти года. И получается, в нашем регионе все граждане выходят вот по основанию, связанному с работой в районе Крайнего Севера. Да? А вот наличие ребенка-инвалида или там мать двоих детей — это уже как бы некий частный случай, вот, о котором работодатели тоже не знают. И вот такое основание, оно в принципе не предусмотрено, когда они направляют нам свою информацию. То есть каждому индивидуально, да? По матерям детей-инвалидов и так далее, это, скажем так, частные случаи, то есть это же не массовая болезнь и так далее, инвалидность. Поэтому здесь уже человек, ему придется все-таки, ну, в конкретной ситуации мать инвалида с детства, ей придется обратиться к нам и за подтверждением статуса. То есть система, скорее всего, ей не даст в автоматическом порядке. Спасибо большое, Яков Анатольевич. Желаем вам хорошего рабочего дня и удачной недели. Спасибо. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. И я теперь подхожу к нашей барной стойке, и сейчас будет лайфхак из серии «А почему бы и да?». Так, в общем, как говорит статистика, за последние 5 месяцев в России, да и не только в России, увеличились продажи не только санитайзеров, но и самого обыкновенного туалетного мыла. Вот такого вот. Из которого мы сделаем прямо сейчас вот такие вот красивые розочки, которые можно использовать как ароматизаторы в ванной комнате
либо использовать их по самому прямому назначению. Нам понадобится кусок твердого мыла, овощечистка, то же самое обыкновенное, которое вы чистите картошку, морковку, и делаем вот такие вот пластиночки. Так, а вы знали, что мыло считается, что было впервые создано почти 5000 лет назад в Древнем Вавилоне? Но эта информация никак не проверена и остается на уровне мифов. Так, у меня есть тут пиалочка с водичкой. Надо будет намочить пальцы и закрутить каждую пластиночку. Так, что еще интересного о мыле можно рассказать? В нашей стране говорят, что производство мыла началось при Петре Великом, но до революции оно было доступно только самым богатым слоям общества, дворянам. И ежедневно в наши дни производится вот подумайте, да, около 65 тысяч тонн мыла. Это получается вот на каждого россиянина по 7 брусков каждый день. Вы только представьте. Так, вот так вот заворачиваем. Так как цветы у нас в природе не повторяются, они индивидуальны, ваша мыльная роза тоже может быть совершенно разной. Вот так вот можно поставить в стеклянную вазу и вашу ванную комнату. Можно использовать мыло совершенно разного цвета, тогда и цветочная поляна у вас будет разноцветная. Вот так вот. Небольшой лайфхак из серии «А почему бы и да?» Пользуйтесь на здоровье. А мы продолжаем наш эфир. И к нам подключается наш следующий гость. Василий Местников, руководитель краеведческо-патриотической экспедиции по хребту Черского Знамя Победы, председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха-Якутия Василий Местников. Василий Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Вот недавно ваша экспедиция вернулась с горы Победы. Насколько я знаю, вы посвятили этот свой поход 75-летнему юбилею Великой Победы. Расскажите, пожалуйста, о своем походе. Да, недавно, на днях мы вернулись из экспедиции. Экспедиция была посвящена народу-победителю. В 1945 году гора Победы была названа в честь Великой Победы. Победы в 1945 году. Ну и где-то года полтора назад, наверное, да, мы в своем совете ветеранов решили как-то отметить этот момент, вспомнить наших дедов, подвиги наших дедов. Ну и, конечно, самая высокая точка у нас в республике Саха-Якутия и в северо-востоке Сибири, всей России, является вот эта вот вершина. Вершина, гора Победа. Есть еще другая вершина, Пик Победы называется. Она находится в горах Тяньшани. Это где-то между границей Китая и Киргизии. Была названа в 1946 году, это по моей информации, тоже в честь Великой Победы. Но сейчас в России осталась одна вершина с таким названием. Она находится у нас в Якутии. Пик Победы вы уже покорили или у вас в планах? Так, ну, гора Победы, которая у нас в Якутии, да, 18 июля этого года мы уже, гора нам позволила на нее взобраться. Ну, и мы, вот мы видим кадры с вашего похода. Сколько вас было, Василий Васильевич?
Да, нас в экспедиции участвовало 12 человек, 10 человек, это вот первая группа, штурмовая группа, мы пошли пешком, получается, с реки Джобкочан, это Момский район, мы прошли до перекрестия рек Буордах и Люнкюде, всего протяженность пути была 105 километров. Василий Васильевич, мы видим в кадрах снег, прям зима, это прямо сейчас вот такая картина, да? Да, в Момском районе, где у нас вот эти вот горы находятся, сейчас там в настоящее время зима, это ледники, там сплошные ледники, то есть находятся там вот пласты льда прямо в горах, ну и практически там зима. Там, когда мы были, там падал снег. Нынче очень большой снег, видимо, был, и в некоторых местах нам пришлось очень сложно, потому что проваливались по пояс в снег, ну и как бы проходимость очень сложная была. Ничего себе. Это же нужна какая-то маломальская спортивная подготовка. Просто так, сколько вы готовились? Да, естественно, там просто так ходить уже не рекомендуется, потому что физическая выносливость, физическая подготовка там прежде всего. Да, ребята, которые участвуют в этой экспедиции, приняли участие, они все спортсмены, все занимаются различными видами спорта. Ну и, конечно, мы к альпинизму готовились, ну, лично я, например, где-то 1,5 года готовился, наверное. Так, ваши планы, покорение еще какой высоты? Ну, посмотрим. Конечно, сейчас нам надо отдохнуть, подготовиться к другим мероприятиям. Мы общественные организации и делаем мероприятия для того, чтобы развивать нашу молодежь, показывать им своим примером. Вот восхождение на такие высоты, оно хорошо тем, что действительно готовиться надо долго, то есть не 1 год даже, да. Скажем, вот на эту вершину Гора Победы некоторые альпинисты, которые уже по различным высотам ходят, они готовились по несколько лет по 5, по 6, наверное, даже, да, потому что такой возможности туда добраться нет. Спасибо большое, Василий Васильевич. Мы желаем вам покорения еще больших высот. И с гордостью, наши дорогие телезрители, вам рассказываем, что в этой экспедиции участвовал и наш коллега, оператор Андрей Рукавишников. На этом наша передача подходит к концу. Всего вам доброго. Желаем вам удачного дня.